Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Пообещал работать на совесть и попросил у коллектива поддержки. Нужно дать возможность преподавателям сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Министр образования России сегодня представил нового ректора КФУ. Как это было, увидела Юлия Гоголева. Поселение будущего и сети кампусов мирового уровня. Каждая школа, с одной стороны, должна стремиться к тому, чтобы повысить качество инженерного образования, а с другой стороны, решать конкретные задачи для индустрии. Об итогах рабочей поездки в Татарстан министр науки и высшего образования страны расскажет Алия Хайрудинова. Больше и лучше. Где можно посмотреть на судебный процесс и прокачивать себя. Как изменился казанский филиал Российского госуниверситета правосудия, увидел Дмитрий Аренин. Важное для Татарстана событие. Сегодня коллективу КФУ представили нового ректора Ленара Сафина на расширенном заседании ученого совета вуза. О значении назначения говорит тот факт, что прошло оно с участием Рустама Минниханова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Ленар Сафин известен как коллективу вуза, он его выпускник и доцент, так и всем татарстанцам. Занимал пост министра транспорта республики. В последние годы был федеральным сенатором от Татарстана. Какое напутствие Рустам Минниханов дал новому ректору и какие задачи перед ним поставил федеральный министр, расскажет Юлия Гоголева. Нового ректора члены ученого совета встречают аплодисментами. В императорском зале КФУ Ленара Сафина коллективу представляют Рустам Минниханов и федеральный министр Валерий Фальков. Он отметил, ректор большого университета должен сочетать в себе огромное количество навыков и талантов, говорить на одном языке с молодежью и преподавателями, выстраивать диалог с бизнесом и властью. У Ленара Сафина огромный опыт как на региональном и федеральном уровне. Вы знаете, за что бьется каждый университет? Ректором должен быть выпускник нашего вуза. И в этом смысле Ленар Ринатович вам хорошо знаком, выпускник 1993 года. И не просто выпускник, а человек, который преподавал, а следовательно понимает и знает и традиции, и дух университета. И мне кажется, что это большое достоинство, быстрое понимание ситуации, умение быстро включиться в работу. Президент Татарстана поблагодарил федеральное правительство и лично Валерия Фалькова за поддержку кандидатуры, предложенной руководством республики и коллективом КФУ. По его словам, вопрос о новом ректоре носил определяющий характер для всего научно-образовательного комплекса республики. Ленар Ринатович, во-первых, выпускник и выходец из университетской среды, здесь начал свой трудовой путь. В последние годы работал вместе с нами. Ленар Ринатович всегда в рамках попечительского совета активно работал в разработке всех наших стратегически значимых для нашего университета инициатив и проектов. Ленар Сафин отметил, для него большая честь и ответственность возглавить один из старейших университетов России. Нужно дать возможность преподавателям сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Я осознаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которая на меня возложена. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку. КФУ сегодня один из ведущих вузов страны. Здесь обучаются 48 тысяч студентов, почти 11 тысяч из-за рубежа. Открываются филиалы не только в СНГ, но и в других странах мира. Участвуют практически во всех федеральных программах. Лидерам сложнее, поскольку им приходится держать высокую планку. Вы даже в последние несколько лет блестяще заявили о себе в программе «Приоритет-2030», где по треку территориального лидерства заняли первое место. Президент отмечает, перед новым ректором и вузом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию. Внести весомый вклад в кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета и глобальной конкурентоспособности России. Университеты сегодня вносят ощутимый вклад в научно-технологическое развитие страны по широкому спектру наук. КФУ активно и успешно участвует в реализации важнейших федеральных инициатив, мегагрантов в рамках 218 и 220 постановлений правительства Российской Федерации. Проект повышения
конкурентоспособности ведущих российских университетов, проект экспорта образования, создание научных центров мирового уровня. Большинство студентов и сотрудников университета позитивно оценили новое назначение. Гордостью является то, что он является выпускником юридического факультета. И я тоже обучалась именно там. И сейчас поступаю в аспирантуру на юридический факультет. Мы, соответственно, думаем, что мы найдем общий язык. И ждем только всего хорошего. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Мне кажется, будет очень-очень классно. И сегодня гости побывали в Музее истории КФУ. Валерий Фальков оставил здесь свои пожелания в книге почетных гостей и отметил: побывал в вашем музее, прикоснулся к истории. Юлия Гоголева, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. У федерального министра сегодня была насыщенная программа. Он побывал сразу в нескольких городах. В Набережных Челнах они с президентом посетили институт КФУ. Его история связана с деятельностью двух технических факультетов, которые создавались для обеспечения КАМАЗа рабочими кадрами. Рустам Минниханов и Валерий Фальков ознакомились с возможностями действующего инжинирингового центра. В этом году Набережно-Челнинский институт успешно прошел конкурсный отбор на создание и развитие передовой инженерной школы «Киберавтотех» совместно с индустриальным партнером КАМАЗа. В рамках реализации проекта в течение 3 лет планируют открыть новые образовательные программы. Директор института Махмуд Ганиев представил концепцию застройки территории кампуса. На сегодня определены земельные участки под строительство нового лабораторного корпуса и 2 общежитий. В производственных лабораториях можно будет простыми инструментами, кнопочку нажал, получил результат, что перед тобой, бенит или мартенсит. Из института отправились на КАМАЗ. Здесь осмотрели производство каркасов кабин и автомобильный завод. Грузовые машины в Автограде выпускают с 1976 года. На производстве сейчас работают более 5000 человек. Одновременно на конвейере находится 54 автомобиля. Сборка каждого занимает 3,5 часа. В среднем каждые 5-6 минут с линии сходит новый КАМАЗ. Главе Минобрнауки представили автоматизированную систему управления, которая позволяет контролировать процесс сборки. Валерий Фальков посидел за рулем нового магистрального тягача поколения К5. На заводе каркасов кабин он осмотрел зону логистики, цех сварки и измерительную лабораторию. Также гостям продемонстрировали новые разработки. Это грузовые автомобили на электротяге, электробусы, а также техника на водородных топливных элементах. Валерий Фальков высоко оценил уровень организации производства. Наша задача сегодня, я имею в виду задача министерства, задача университетов и научных институтов, подставить плечо и обеспечить такой уровень кооперации, чтобы одна из ведущих автомобилестроительных корпораций, компаний российских, дальше также динамично двигалась, не останавливалась, и было внедрение самых передовых идей, самых передовых наработок, которые, безусловно, есть. Это касается в том числе и создания передовой инженерной школы. В Азнакаевском районе создают автономные энергоэффективные поселения Актюба. Это универсальный научно-производственный полигон. Здесь разрабатывают, испытывают и внедряют передовые технологии для обеспечения углеродной нейтральности. Проект реализует компания «Татнефть». Электроэнергия, тепло, сырье для современных производств в поселке получают из местных биоресурсов. Этот подход в перспективе может быть реализован во многих удаленных населенных пунктах нашей страны. Сегодня наработки показали Рустаму Минниханову и Валерию Фалькову. Репортаж Алии Хайрудиновой. И что вы хотите добавить туда? Мы хотим улучшить новые штаммы. Так, поселок Актюбинский становится поселением будущего. Рустаму Минниханову и Валерию Фалькову показывают полигон, который превращает отходы животноводства в чистую энергию. Этого достаточно, чтобы обеспечить половину поселка. Навоз в жидком виде, навозной жижи для нас является сырьем для биогаза. Это не отход, да? И ежесуточно поступает около 450-500 тонн. Самым сердцем и основным объектом биогазовой установки являются вот наши биореакторы. Видите, 3 биореактора, а над ним купол. Это газгольдеры, где собирается газ. А эта котельная вырабатывает тепло из древесных отходов, щепы. Полученное тепло направляется на обогрев жилых домов Актюбы. Здесь же специалисты придумали, как из растительного сырья получить экологически чистые и энергоэффективные теплоизоляционные материалы. Техническая конопля и лен будут служить ценным источником для получения волокон. Эти волокна дальше будут использованы для различных процессов. Это теплоизоляционные материалы, композиционные материалы, целлюлоза
и другие синтетические материалы. Полученные материалы уже применяют на практике. Так, в Актюбе капитально ремонтируют 2 жилых дома с использованием собственных теплоизоляционных решений. Эти 2 дома были выбраны нами как наименее энергоэффективные во всем поселке. То есть они больше всего потребляли электрической тепловой энергии среди всех остальных. Полностью было произведено утепление всех фасадов натуральными экологичными материалами с применением утеплителей, произведенных здесь же в Актюбе на производстве. Благодаря таким проектам, как Актюба, поселки и малые города могут получить вторую жизнь. Подобный опыт по созданию экономики замкнутого цикла, комплексного подхода к вопросам энергоресурсоэффективности может тиражироваться по всей России. Но у вас же переходы надо сделать, правда? Будем думать, что думайте, пока не поздно. Татнефть сотрудничает по проекту Актюба с 13 институтами по 20 проектам. Один из них – Альметьевский государственный нефтяной институт. На его базе создают высшую школу нефти. В прошлом году здесь построили 2 общежития на 700 мест. Комнаты оборудованы системой «Умный дом». Кампус высшей школы нефти станет одним из звеньев целой сети студгородков мирового уровня. По поручению президента страны к 2030 году в России должно появиться 30 таких объектов. Здесь мы решаем 2 задачи. Первая задача – обеспечение высококвалифицированными кадрами. Это первое. Второе – создание серьезных центров разработки, потому что в новых условиях центры разработки, они выходят совершенно, даже, может быть, на первый план. И третье – привлечь максимальное количество молодежи талантливой из других регионов, из-за границы, в наши образовательные центры. Каждая школа, с одной стороны, должна стремиться к тому, чтобы повысить качество инженерного образования, а с другой стороны, решать конкретные задачи для индустрии. Вот это единение, обучение студентов на конкретных задачах и четкое понимание того, что надо индустрии, это как раз, на наш взгляд, образование будущего. Естественный результат размышлений всей команды компании над будущим компаниям. А где мы видим, кроме нефти, наше будущее? Не секрет для многих, есть ли жизнь после нефти, а какая она будет. А вот наши города нефтяников – это моногорода. И стремление открыть перед людьми, перед коллективом, перед молодежью новые какие-то возможности в карьере, новые возможности в науке, новые возможности в работе, они вот в этих проектах реализуются. Сейчас идет строительство нового лабораторного и учебного корпусов. Откроется кампус Высшей школы нефти в 2025 году. Алия Хайрудинова, Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Азнакаевский район, Альметьевск. Рустам Минниханов и Валерий Фальков посетили и Нижнекамский химико-технологический институт. Он готовит специалистов для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Камской агломерации. ВУЗ ставит перед собой амбициозные задачи по формированию нового формата подготовки инженеров с применением передовых достижений цифровой трансформации. У ВУЗа несколько ключевых партнеров. Это 3 отраслевые компании – Сибур, Газпром и Амоний, а также 2 IT-компании. Предполагается создание кампуса с несколькими учебными корпусами, современным общежитием, коворкинг-зоной. Гости ознакомились с деятельностью кафедры электротехники и энергообеспечения предприятий. Здесь установлено уникальное оборудование, высоковольтный преобразователь частоты особой конструкции. В России он есть в единичном экземпляре. Здесь специальности очень нужны. Здесь мощные такие, нижнекамские такие, шинные производства, ТАИФ, НК, ТАНЭК, это крупнейшие предприятия. На начальной стадии к этому. Это же как пилот, в принципе, сейчас посмотреть узкие места. Фарид Мухаммедшин сегодня поздравил коллектив НГДУ «Елховнефть» с юбилеем. Компания отмечает 60-летие. Торжество прошло во Дворце культуры Нефче. Спикер парламента вручил сотрудникам и ветеранам государственные награды и поздравил нефтяников от имени Рустама Минниханова. Цитата. «Эта знаковая дата совпала с еще одним значимым событием в истории компании – добычей 300-миллионной тонны нефти. За этой впечатляющей цифрой стоят колоссальный опыт и знания, самоотверженный труд нескольких поколений энтузиастов своего дела». Конец цитаты. Фарид Мухаммедшин отметил, «Елховнефть» – один из лидеров в структуре нефти по добыче, пионер реализации проектов глубокой переработки, внедрения передовых технологий. Немногие города могут погордиться, похвастаться, если хотите, вот такими возможностями, которые благодаря компании «Татнефть» и таких подразделений, как НГДУ «Елховнефть», были построены, обустроены, отремонтированы, и в них живет вот огромное количество жителей этих городов.
стал в 2 раза больше и намного технологичнее. Сегодня в Казани открылись новый корпус и общежитие казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Это учебное заведение появилось в столице Татарстана в 2001 году. Как отмечают, с развитием в стране судебной системы потребность в специалистах постоянно растет. Расширение вуза призвано решить кадровый вопрос. В каких условиях будут учиться и жить студенты, увидел Дмитрий Аринин. Первый камень нового корпуса казанского филиала Российского госуниверситета правосудия заложили 3 года назад. 6-этажная новостройка стала продолжением первого здания вуза. Учебные заведения расширили за счет федеральных средств. Вложено почти 500 миллиарда рублей. И как раз доказательством тому является сегодняшнее наше торжественное мероприятие. Очень здорово. Когда для наших студентов создаются комфортные, по мировым стандартам организованные, построенные, отремонтированные учебные корпуса, это, конечно, радует. Значит, с первого дня наши слушатели, наши студенты будут учиться в комфортных условиях и получать то образование, которое им пригодится для дальнейшей работы. В новом корпусе классы с компьютерами, где можно заниматься по стандартам WorldSkills. Также для студентов воспроизвели зал судебного заседания с видеосвязью. И здесь можно досконально изучить все нюансы процессов. Работа с информационными технологиями, зал судебного заседания. Поэтому для нас это очень значимо, поскольку наше обучение очень тесно проводится вместе с судебной системой Республики Татарстан, ближайших регионов. Открытие такого шикарного учебного корпуса, напичканного в хорошем смысле слова и информационными технологиями, и другими этими вещами, это очень хорошая поддержка судебной системы, которая получит достойных специалистов. В казанском филиале учились около 2500 студентов. Сейчас будет больше. Ждут и студентов из других регионов страны. У вуза появилось и свое общежитие. Более 100 жилых комнат, кухня, залы для занятий отдыха и свой спортзал. И все условия для нашего хорошего, чтобы мы получили хорошее образование. Все очень красиво, все оборудовано. Мы можем реализовать свои идеи в большем объеме, в приятных, комфортных условиях. Казанский филиал один из самых крупных в стране, поэтому здесь намерены продолжать создание условий для учебы и жизни студентов. В планах отремонтировать и первый исторический корпус. Дмитрий Арин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Сегодня в Нижнекамском районе простились с Иваном Калашниковым. Старший сержант мотострелковых войск погиб при выполнении боевой задачи на специальной военной операции. Ему был 31 год, у него остался полугодовалый ребенок. Проводили его всем селом. Ивана здесь знал каждый. В Сухареве он родился, учился. В 2014 году поступил на службу по контракту. Сослуживцы говорят о нем как о надежном и отважном друге. Одноклассники вспоминают его выправку и доброжелательный характер. Сегодня прозвучала инициатива назвать местную школу именем Ивана Калашникова. Он сделал свой осознанный выбор и до последней минуты своей жизни остался верен присяге. Светлая память славному сыну своей родины. Когда мы учились в школе, он уже был такой в военной выправке, всегда такой спортивный парень, всегда готовый помочь, всегда шел на помощь ко всем. Он помогал нам. Ничего не попросишь, он всегда поможет, чем сможет. Жизнерадостный был. Когда надо, серьезно, конечно. Добрый, отзывчивый, всегда улыбается. Не знаю, хороший был парень. Жалко, очень жалко. За сутки в Татарстане выявлено 160 случаев заболевания коронавирусом. В госпиталь попали 110 пациентов. Оперштаб сообщает об одном умершем. Таким образом, с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 2000 человек. Коллективный иммунитет в республике, согласно официальным данным, сейчас составляет 3,9%. За сутки первым компонентом привились 5700 татарстанцев, ревакцинировались 4800. Если у вас есть истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Властям Казани вновь отказали в возврате обманом уведенных земель в Салмычах. Как в афере с захватом 32 участков пострадали добросовестные покупатели, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Представители посольств зарубежных государств, друзья Татарстана из разных сфер, московские татары. Сотни человек стали гостями гала-концерта в Доме музыки, который состоялся в Москве. Так традиционно завершились Дни культуры республики в федеральной столице. Об атмосфере праздника Дина Газалиева. Это необыкновенное, приятное ощущение, когда вдруг в один из обычных, казалось бы, московских вечеров можешь окунуться полностью в татарскую речь, татарскую музыку, татарскую культуру. Дни Татарстана в Москве, в федеральной столице, это событие уже традиционное, долгожданное, и 2022 тому подтверждение. Ритмы праздника закружили всех с самого порога Дома музыки. Гости всех национальностей с радостью погрузились в эту атмосферу. Татарский народ – это мудрый народ. Где бы он ни находился, где бы представители Татарстана не находились, они несут мудрость, послание мира, толерантности. Я думаю, это как раз вот очень важный вклад в общую копилку мировой цивилизации. Главное приветствие в этот вечер москвичам от Рустама Минниханова. Вы сторонники Татарстана, выходцы там, поклонники, но вы все болеете за Татарстан, где бы вы ни работали. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Валиева Камила Валерьевна. Вручение наград – неизменный атрибут этой ежегодной встречи от Татарстана и от правительства Москвы. Вдохновляет, чтобы еще дальше творить. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Завтра в Казани открывается глобальный форум молодых дипломатов. В столице соберутся более 100 специалистов из 50 стран мира. О программе форума сегодня рассказали журналистам. На сессиях участники обсудят тренды современной дипломатии, цифровизацию, кибербезопасности, будущее молодежных организаций. Это уникальная площадка, которая позволяет создавать неформальные связи между сотрудниками внешнеполитических ведомств разных стран. В эти дни в Татарстане пройдет и глобальный молодежный саммит. Участниками станут 300 делегатов уже из 69 стран мира. Итоговым документом мы рассчитываем, что станет Казанский план действий, как долгосрочная программа по сотрудничеству и взаимодействию России, но самым активным участием Республики Татарстан, конечно, со странами, входящими в состав Организации исламского сотрудничества. Там и темы, связанные с молодежным туризмом, и темы, связанные с наукой, и темы, связанные с медиа. Сегодня в Казани объявили обладателя республиканской премии имени Баки Урманче. В этом году она посвящена 125-летию татарского живописца. Награды в Казанском Кремле вручила министр культуры Ирада Аюпова. Премии в размере 200 тысяч рублей в номинации «Живопись» удостоена Альфия Саргин, в номинации «Графика» Диляра Наврозова, в скульптуре Динар Салимов, в декоративном искусстве Луиза Фасхуддинова, а искусствовед Нина Горюнова награждена в номинации «Теория и история искусств». Премия является одной из самых авторитетных в области изобразительного искусства. Побольше аплодисментов. Искренние слова благодарности вам за вашу любовь к вашему делу жизни, к делу вашей жизни. Поднимаете престиж нашей республики, за то, что вы мотивируете людей к развитию, за то, что вы просто ежедневно занимаетесь просветительством. Вообще Баки Идрисович очень замечательный художник. Все его знают, и не только в России. Он вложил огромный вклад в культуру. В Татмедиа подвели итоги акции «Путевка в санаторий», телевизор и другие призы за подписку. Победителями стали 16 человек из разных районов Татарстана. Им вручили электромясорубку, робот-пылесос, утюги, хлебопечь. Главный приз «Путевка в санаторий» на двоих достался Наталье Сутуриной из Набережных Челнов. Для участия было достаточно оформить подписку на 2 издания. Заявки отправили жители Татарстана, Башкортостана, Астрахани, Красноярского края и Самарской области. Всего 416 участников, почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Есть и рекордсмен Танзиля Закирова из Рыбной Слободы, оформила подписку на 12 изданий. Подписываем в основном «Челнинские известия» всегда, «Чаян» подписали. И решила, думаю, дай-ка пошлю, вдруг куда человек глянется. Выиграю путевку, так еще посмеялась. А потом, получается, послала в апреле и уже забыла про него. А накануне, когда конкурс прошел, начали звонить. Не ожидала, что выиграю. Татарстан – один из самых читающих регионов России. Мы лидеры по количеству подписчиков.
Подумайте только, Татмедиа, наши журналы, газеты выходят тиражом больше 250 тысяч экземпляров. Несмотря на развитие интернета, социальных сетей, люди до сих пор активно продолжают читать газеты, журналы. Сегодня в Нижнекамске прошел необычный эко-урок. Юные футболисты команды «Нефтехим» познакомились с культурой потребления и раздельного сбора отходов. Экологический урок перед самым началом нового учебного года для них провели сотрудники компании «Сибур». Ребята открыли для себя новые особенности сортировки и узнали историю производства пластика. На уроке побывала и Сирина Сахапова. Эта программа создана в будущем и отражает текущую ситуацию на Земле. Посмотрите, какая она мрачная. В секретной миссии по спасению человечества от загрязнения участвовали воспитанники спортивной школы футбольного клуба «Нефтехимик», команда «Нефтехимик-2010». Ребята познакомились с правилами рационального потребления и сортировки отходов. Так, в формате интересного квеста юные футболисты прошли эко-урок, подготовленный для них Нижнекамск нефтехимом. Программа называется «Мы выполняем миссию», и направлена она на экологическое воспитание, вложение в наших детей основы основ по обращению с отходами. Это поколение будущего, они останутся жить после нас, и им выполнять эту миссию, беречь нашу природу. Чтобы мусор сложился, надо очень много времени. Лучше всех на вопросы отвечал Ислам Гатин. С правилами обращения с отходами он знаком с детского сада. Благодаря его знаниям команда решила все задачи. Я знал примерную информацию, но новую я узнал, что от каждого нашего действия зависит судьба человечества. И вот, например, если ты будешь сдавать бутылки, из них можно переработать вещи, которые ты можешь повторно купить в магазине. Во время эко-урока дети решали задачи, играли в познавательные игры и узнавали много нового. Например, что пластик – это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей. Я приду домой и расскажу маме, что я узнал об этой экскурсии, и мы будем покупать только нужные вещи. Это было бы вот достижение нашей цели, чтобы ребенок пришел домой и сказал: мама, ты знаешь, ты неправильно обращаешься с мусором, меня сегодня показали, научили, и я точно знаю, что макулатуру я буду копить, я ее отнесу и сдам в школу. Этот футбольный сезон клуб «Нефтехимик» проводит под эгидой экологичности. В дни матча совместно с Нижнекамским нефтехимом проводятся акции по раздельному сбору мусора. Для этого на стадионе устанавливают специальные контейнеры. Каждый болельщик может сдать на переработку пластиковую бутылку, упаковку или алюминиевую банку. Сирина Сахапова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Нижнекамск. На этом наш выпуск подходит к концу. Далее наша специальная рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Мы говорим о том, что актуально для республики, для страны, для мира, для нас всех. О том, что волнует, беспокоит, воодушевляет во всех смыслах. Одна из таких тем, конечно, санкции. Когда я о них вспоминаю, все больше укрепляюсь во мнении, что есть справедливость в этом мире. А еще о том, что санкции – это инструмент обоюдоострый. Поэтому чем больше Запад вводит рестрикции в отношении нашей страны, тем больше сам же от них страдает. Далеко за примерами ходить не надо. ЕС уже спровоцировал в своих странах масштабный энергетический кризис. Кто-то из западных политиков и еврокомиссаров, возможно, рассчитывал, что отказ от российских энергоносителей усилит интерес к энергетическому переходу и зеленой повестке. А получилось с точностью да наоборот. Сегодня эту экономику довольно четко и грамотно раскладывают по полочкам эксперты и аналитики на федеральных каналах, и, наверное, это нужно делать. Но одновременно хотелось бы поговорить о том, что нам внутри страны нужно сделать, чтобы найти больше резервов для роста. Говорю об этом еще и потому, что в процессе общения с татарстанскими предпринимателями нередко всплывают свежие проблемы и вопросы, которых в принципе быть не должно. Производитель салфеток, например, рассказал, что после введения санкций поставщики бумаги, для которых европейский рынок закрылся, существенно повысили цены для отечественных компаний. Если в этих вопросах не наведем порядок, если не дадим по рукам спекулянтам, трудно будет самим обеспечивать устойчивый экономический рост. О доступных кредитах для бизнеса не говорит сейчас только ленивый. Что-то стало меняться. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия смогут брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно.
Хороший шаг, однако выскажу свое мнение. Этой меры явно недостаточно для качественных сдвигов экономики. Если говорить о финансировании, многие рассчитывают, что должен свое веское слово сказать такой инструмент, как Фонд развития промышленности. Однако, чтобы эффект был, нужно вести речь даже не о десятках миллиардов рублей, выделенных средств на поддержку проектов в масштабах страны, а о триллионах рублей. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание – некомпетенция республики и регионов страны изменения системы налогообложения. Но инициировать дискуссию на эту тему почему бы нет? Нужно ли перенести налоговую нагрузку с производства на потребителя, снизить или вообще отменить НДС, подумать о налоге с продаж? Он ведь был когда-то в новейшей истории России и Татарстана. Почему бы не обсудить такого рода вопросы и темы на разных площадках, в регионах, на федеральном уровне? В этом смысле никаких ограничений в России нет. Открытость и плюрализм мнений только приветствуются. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ и Тимур Бекмурзин. До свидания. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Татарстанский международный нефтегазохимический форум. Насыщенная деловая программа. Крупнейшая выставка Татойл Экспо. Мероприятие Дни поставщика ключевых компаний отрасли. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. Здравствуйте. Изменений в погоде не наблюдается по всей территории Татарстана. Антициклон не сдает своих позиций. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево раскаленный сухой воздух и по-прежнему отсутствие осадков. Аналогичная картина и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Солнце яркое, погода жаркая. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше безветренно и без осадков. Днем солнце прогреет воздух до 30 градусов. Очень теплые воздушные потоки продолжают поступать и в Арск, в Кукмар, Балтаси. Безоблачная погода с минимальной вероятностью осадков и усиления ветра. В Болгаре, Држаном, Буинске температурный фон по-прежнему превышает норму. 32 градуса днем, дожди не ожидаются. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также без изменений. Ясно, без ветра и осадков. Синоптики прогнозируют сохранение жары как минимум до конца августа. В республике на фоне жаркой погоды продолжает действовать предупреждение о чрезвычайной опасности лесных пожаров. Будьте осторожны при обращении с огнем. В Казани будет ясно, без осадков, ветер слабый, восточный, ночью плюс 18, а днем 31 градус выше нуля. Атмосферное давление по-прежнему выше нормы, влажность воздуха 42%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.